И огромное спасибо, что вы присоединились к нам этим вечером. И действительно, сегодня мне очень приятно представить моих коллег, моих любимых коллег. Даже вот хотелось бы отметить, да, это люди, которые работают с горящим сердцем на благо, так скажем, устойчивого развития Кыргызстана, города. С большой Анна Кириленко обладает большой экспертизой, огромной экспертизой. Амар обладает пока, может быть, небольшим опытом, но также у него огромное большое сердце, у него большая команда и очень большие планы на реализацию различных идей. Сегодняшняя наша сессия называется так: «Адаптационные принципы и практики для городов, основанные на природоориентированных решениях». Вот эта формулировка «природоориентированные решения» — это довольно-таки новая формулировка на, так скажем, сфере климатического вопроса, климатической адженды, да, такой повестки дня, потому что только на недавней конференции сторон, которая проходила в Шарм-эль-Шейхе, в итоговом документе было принято именно как одна из приоритетных адаптационных практик для развивающихся стран. Это вот так называемые natural-based solutions, да, то есть решения не технологические, а именно с акцентом на природу, с акцентом на восстановление, поддержку экосистем. И на сегодня для городов является очень важным именно соответствие этой концепции, этой концепции. Итак, немножечко хотелось бы рассказать, что мы сегодня все-таки будем обсуждать с вами. Мой блог будет, я как бы немного поговорю с вами еще раз немного о климатических угрозах для городов и в целом для города Бишкек. Анна далее расскажет в целом о принципах и практиках, природоориентированных практиках, и Амар Даиров расскажет уже о вовлечении молодежи в решение этих проблем. И хотелось бы, конечно же, начать нестандартно немного нашу сегодняшнюю презентацию с опроса. Мы хотим, чтобы вы приняли сейчас участие в так называемом джемборде. В чате уже есть ссылка, но сейчас я ее продублирую. Пожалуйста, пройдите по этой ссылке и ответьте на вопрос, с какими климатическими угрозами и вызовами встречаются города, потому что, как мы выяснили, сегодня у нас представители не только из Бишкека, сегодня обширная география к радости представлена. Ссылка, надеюсь, активная, и если у вас представит, ну, как бы сложно будет разобраться, как пользоваться джембордом, я могу подсказать. Есть, если вы сейчас открыли, на левой вкладке есть 4-й стикер, такая вкладка называется «Создать стикер». Да, можете не рисовать. Ага, смог, отлично. Только давайте мы будем стикерами это делать. Вот, отлично, уже пошло дело. И туда мы пропишите, пожалуйста, все, что вы считаете важным, с какими климатическими угрозами сталкиваются города. Волны жары, отлично. Видимо, человек участвовал на мероприятиях, проводимых ранее, это очень приятно. Далее. Смог, безусловно, смог — это одна из, это на самом деле не климатическая угроза, это, конечно же, экологический кризис. Даже это не угроза, это кризис, потому что он сформирован из-за такого комплексного воздействия человека, прежде всего, на город. Засуха, отлично. Острова тепла, отлично. По-моему, мне не надо будет сегодня дальше ничего говорить, потому что, в принципе, вы уже правильно отвечаете. Таяние ледников — здорово, потому что у нас через Бишкек проходят две реки — Аламедин и Аларча, у которых ледниковое питание. Импорт товара из дальних стран. Возможно, потому что приходится иметь много мусора, неперерабатываемых, да, отходов. Деградация биоразнообразия. В контексте города тоже можно рассматривать, безусловно, этот процесс, потому что мы уничтожили природу и построили город. Неэнергоэффективные дома и здания, безусловно, потому что это порождает прежде всего для нас смог, и мы вносим свой вклад в усиление парникового эффекта. Меняется объем воды в разное время года от того, как было прежде. Безусловно, мы не имеем тот объем воды, к которому мы привыкли, тот режим водности, к которому мы привыкли.
у нас смещается период большой воды на более ранние сроки. Все верно. Ну вот, в принципе, вы довольно-таки верно ответили на вопросы, которые, так скажем, это было повторение. Так, плохая логистика продвижения товаров, которые создают больше выбросов углекислого газа. Здорово. Но на самом деле больше, наверное, машины создают, кроме выбросов парниковых газов, еще создают такое усиливают загрязнение воздуха. Итак, перейдем все-таки к презентации. Ольга, подскажите, мою презентацию видно? Да, презентацию видно, все нормально. Основные, конечно же, 3 угрозы для города Бишкек, как в принципе и для большинства городов Центральной Азии, это усиление тепловых стрессов в теплый период года. Это обусловленный ростом продолжительности, общей продолжительности и отдельных случаев волн жары. То есть, как я говорила в первой своей презентации, что у нас увеличивается количество отдельных случаев с аномально высокой температурой воздуха. Высокая температура воздуха обуславливает высокое испарение. Соответственно, у нас практически все города в Кыргызстане расположены в засушливой зоне, в зоне полупустынь. И когда испарение выше осадков, и из-за высоких температур вот этот период засухи, он увеличивается. Есть такое понятие, как накопленная уже засуха, накопленный эффект засушливости, и он самый ярко проявляется в июле месяце. И третья проблема, она комбинированная, то есть это и процесс урбанизации, процесс асфальтирования города, плюс глобальное изменение климата формируют такое явление, как городской остров тепла. То есть вот эти 3 базовые проблемы для города Бишкек и, в принципе, для некоторых других городов Кыргызстана. И как раз-таки, на мой взгляд, как взгляд эксперта в области, скажем, аналитики изменения климата, климатолога, являются теми проблемами, которые необходимо нам с вами решать. Вот по поводу решения, конечно же, существует, наверное, 3 основных игрока, которые могли бы и должны, и будут впоследствии решать проблему климатического кризиса на уровне как страны, так и на уровне городов. Мы сегодня о городах говорим. Хотелось бы вам напомнить, либо новую информацию для вас дать, что в стране в прошлом году подготовлен такой документ, программный документ, определяемый на национальном уровне вклады. Это документ-обещание мировому сообществу о мерах по борьбе с изменением климата, которые включают меры, которые примет государство по сокращению эмиссии, то есть выбросов парниковых газов, и адаптация, которая необходима для нашей страны. И вот как раз-таки адаптационные сектора, которые наиболее уязвимые у нас в стране, которые вложены в этот документ, это водные ресурсы и сельское хозяйство, энергетика, чрезвычайные ситуации, здоровье населения, лес и биоразнообразие. И в этом году, опять же, при участии активного гражданского сообщества, экспертов, и не побоюсь все-таки раскрыть карты при личном участии Анны Кириленко, в этот программный документ внесен чрезвычайно важный блок климатически устойчивые области и зеленые города. Кроме этого, конечно, зеленые города уже упоминались в программе зеленой экономики, но к тому документу есть некоторые вопросы, но и он все-таки он не охватывает вопросы изменения климата, у него немножко другой, так скажем, такое направление деятельности. И вот как раз-таки вот этот ОНУФ является такой базой к действиям в нашей стране, когда к этим действиям, прежде всего, конечно же, само государство начинает что-то делать, и к этим действиям может подключаться уже гражданское сообщество, ссылаясь на вот эти фундаментальные направления, которые заложены в документе. И когда в этом документе появились города, соответственно, даже уже доноры, международные партнеры по развитию, подключились к поддержке именно мер по борьбе с изменением климата. И таким образом Азиатский банк развития сейчас реализует деятельность по адаптационному плану для пилотных городов Кыргызстана. На самом деле это
очень редкое явление не только для Кыргызстана, для Центральной Азии, для всего мира в целом, потому что такая практика, она является новой, и мы вот в этом плане являемся такими, ну, так скажем, идем в передовиках. И также, кроме самого государства, самого правительства, конечно же, еще есть другие уровни вовлечения а, так скажем, лиц, принимающих решения к проблеме изменения климата. То есть существуют некоторые процессы, например, пакт или соглашение мэров. То есть когда города включаются вот в этот пакт, это инициатива Европейского Союза, которая позволяет городу получить технологии, получить помощь, как финансовую помощь, методическую помощь и так далее от Европейского Союза, от различных партнеров Европейского Союза по внедрению энергоэффективных технологий и в целом мер по борьбе с изменением климата. И хотелось бы отметить, что участниками этого процесса, вот этого пакта мэров, являются уже Ош и Талас. Конечно, было бы здорово, если бы все наши города, все муниципалитеты городов присоединились бы к этой инициативе. В принципе, это и, конечно же, второй такой самый, наверное, основной, самая такая большая движущая сила в процессе борьбы с изменением климата в условиях городов, в целом и страны, конечно, является гражданский сектор. И сегодня вот моя коллега Анна расскажет о том, как бы поделится идеями, что может быть внедрено в Кыргызстане, что может быть внедрено в Бишкеке. Анна, я передаю вам слово. У меня Да, пока все. спасибо большое, Зоя. Спасибо большое. Я тогда постараюсь сейчас сделать демонстрацию экрана. Так, вот, вроде, наверное, видно. Да, дорогие коллеги, ну, я действительно очень рада сегодня здесь принимать участие вот в этой лаборатории, потому что для меня, ну, с одной стороны, это честь, а с другой стороны, это действительно вызов, потому что это направление, да, вот адаптация городов, и как Зоя уже упоминала, оно развивается, оно достаточно новое, но развивается очень быстро. И поэтому удержать все практики, ну или так или иначе все типы практик довольно сложно. Поэтому задача, которая стояла передо мной, она непростая. И я, собственно, сконцентрировалась на том, чтобы, ну вот в большей степени показать основные принципы, как эти практики, на основании чего эти практики создаются. Ну и где-то, может быть, чуть-чуть постараться расширить, что называется, open mind, да, и расширить свое представление, посмотреть, заглянуть в разные уголки мира и поговорить о том, а где что делается. Сразу забегая вперед, я хотела сказать, что, знаете, вот большинство практик, которые я буду так или иначе, о которых я буду говорить, они имеют как бы позитивную сторону, так и спорную сторону. Да? И действительно, это очень важно, да, сегодня начать говорить о них, потому что каждая практика, она имеет, ну, свои особенности, и вот насколько эта практика хороша, например, для той или иной территории, это нужно решать уже, ну, что называется, всем миром. То, о чем говорила Зоя, при максимальном участии общественности и вот организации такого своего рода диалога. Ну и начиная свою презентацию, я хотела бы остановиться на вот таких вот 3 базовых принципах. То есть вот когда мы говорим про адаптацию городов к изменению климата, нам нужно понимать, а вот в каком направлении мы движемся. И одно из важных понятий, да, что называется, является понятие разгерметизации городов. То есть, если до этого мы строили инфраструктуру, да, максимально вот стараясь, ну, так скажем, заградиться, может быть, да, оградиться от окружающей среды, то теперь логика в другом, в том, чтобы начать управлять потоками воды и воздуха и разгерметизировать вот те структуры, да, городские и инфраструктурные, да, которые на сегодняшний день у нас есть, дать возможность
движению вот этих потоков, да, потоков тепла, потоков воздуха, потоков воды течь в том направлении, таким образом, как они, ну, максимально подражая природе, да, как они текут вот в естественной среде. Это первый принцип, и мы будем говорить о нем более детально в примерах. Второй принцип, он так называемая ренатурализация городов. Это попытка возвращения ландшафтов к максимально естественным ландшафтам, да, то есть к ландшафтам, которые могут быть устойчивыми, могут быть самоподдерживающимися, самовосстанавливающимися и так далее. В большей степени, конечно, это является, ну, так скажем, подходом, связанным с озеленением. И вот здесь есть, я привела такую аббревиатуру, вот видите, на английском она NBS. Это решения, основанные на природе, или Nature-Based Solution. Это тоже довольно современный такой новый термин, и он появился и в рамках Конвенции по биоразнообразию, сейчас он входит в рамках Конвенции по климату, но тем не менее такие решения – это попытка решить, ну, комплексно, что называется, проблему, да, и проблему, связанную с адаптацией к изменению климата, и проблему, в том числе, сохранения биоразнообразия, может быть, да, городского, да, но тем не менее биоразнообразия. И, конечно, это должен быть системный подход, да, системный подход по тому, каким образом нам нужно выстраивать, ну, как бы всю целостность городской среды, так называемая зеленая инфраструктура. Все больше и больше вот речь идет о том, а каким образом не отодвинуть природу, да, а город вписать в природу и природу вписать в город. И вот это как раз подход, вот, связанный с формированием зеленой инфраструктуры. Ну, решения бывают разных типов, и вы уже можете догадаться, какие это: технологические, природные, но, как показывают вот практики в разных странах, что наиболее эффективными решениями являются комбинированные, да, то есть природно-технологические. И вот здесь я привожу картинку, которая на самом деле говорит обо всем, о том, что я буду говорить дальше в презентации. Она собирает все разные типы решений. Дальше мы будем только иллюстрировать эти решения. То есть на самом деле вы видите, да, как много зеленого на этой картинке, потому что действительно зеленые насаждения, правильно посаженные и вот так, как это необходимо, они позволяют адаптировать город к изменяющимся климатическим условиям. Кроме того, управление и регулирование потоками воды, да, и вот здесь вот вы видите, например, проницаемые поверхности, да, вот временно затапливаемые территории, городские водно-болотные угодья, да, и так далее, они тоже являются частью вот этой зеленой инфраструктуры. То есть в этом смысле нам, наверное, нужно научиться смотреть, ну, наверное, надевать такие зеленые очки для того, чтобы смотреть на то, а как может меняться инфраструктура. Но даже если у нас нет вот такого комплексного подхода в городе, то это вовсе не означает, что не нужно ничего делать и невозможно адаптироваться локально. Локально тоже можно принимать замечательные решения, которые позволяют снизить вот те угрозы, о которых говорила Зоя. Ну, так. Вот буквально несколько иллюстраций о том, каким образом создаются зеленые каркасы городов. Есть несколько подходов, но вот один из подходов – это вот эта картинка, это подход Бориса Радамана, который показывает о том, что нам нужно не столько концентрироваться, да, сколько концентрироваться разумно. И вот здесь вот вы можете обратить внимание, да, это вот центры городов, потом территории достаточно интенсивного пользования, да, здесь вот зоны экстенсивного освоения, там дачные участки, еще что-то, сельскохозяйственные территории. Вот здесь территории живой природы, которые так или иначе должны быть вписаны в вот весь каркас территории, да. И это все должно быть вот гармонично расположено на пространстве ландшафта для того, чтобы мы могли добиваться важнейших задач. Да, и это задачи какие? Устойчивое развитие территории с одной стороны, ну, как бы интеграция, да, и подражание природе с другой стороны, для того, чтобы мы могли ну, максимально адаптироваться к будущим меняющимся условиям. А вот эта картинка
это картинка Милана, да, то есть ряд городов Европы в том числе, они принимают сейчас стратегические документы, в рамках которых как раз прописывают, как город может максимально быть устойчивым и климатически адаптивным. И вот вы можете здесь увидеть 8 лучей, это лучи живой природы, да, то есть это некие клинья, которые проходят от периферии к центру города. На периферии вы видите это зеленое кольцо, и это все соединяется со всем, да, что называется. То есть здесь сорганизованы парки, велодорожки и так далее. То есть обратите внимание, человек, например, особенно там в жаркий период, может, используя там вот эти вот территории, достичь центра города или двигаться там в любом направлении практически, ну, с минимальными тепловыми воздействиями, да, так или иначе. Ну, это, собственно, просто для того, чтобы вот как это выглядит, да, как выглядят различные решения, само собой, что это ни в коем мере не является исчерпывающими, то есть существуют разные подходы к созданию экологических каркасов городов. И в Кыргызстане также есть такие примеры. Вот на сегодняшний день разработан проект закона о защите зеленых насаждениях, о зеленых насаждениях населенных пунктов в Кыргызской республике. Это было сделано при лидерстве такой организации, как инициатива Арча, потому что, ну, я знаю, что, скорее всего, вот большинство из тех, кто участвует здесь сегодня в рамках этого зума, так или иначе слышали о замечательной работе Арчи, о том, что была сделана большая исследовательская работа, как устроен на сегодня зеленый каркас города, проведена инвентаризация зеленого фонда и так далее. И в том числе были проведены исследования, каким образом изменяется температура под тенью зеленых насаждений и без них. Да? И вот, к сожалению, проект закона на сегодняшний день остается проектом только, но мы, тем не менее, надеемся, что это та перспектива, к которой нам нужно стремиться и вот вместе так или иначе двигаться в направлении его принятия, потому что тогда мы сможем иметь, ну, некоторую законодательную основу, которая позволит формировать вот подобного рода экологические каркасы территории городов. Ну, не всякое дерево, что зеленое, не всякое зеленое, что дерево, и, собственно, не всякое озеленение является экологичным. И разработки Мельджапара Чешукурова о концепции естественного озеленения, это достояние вот на сегодняшний день Кыргызской республики. Я считаю, что это вот очень важные подходы, и они заключаются вот в чем, что для озеленения нам нужно использовать местные виды, да, и важно использовать их ярусами, да, то есть что мы не только сажаем, например, высокие деревья, да, но мы должны использовать различные кустарниковые формы второго яруса, да, первого яруса травы, и это все должно быть локализовано, да, то есть местных видов. Почему это так важно? Потому что когда мы используем виды интродуцированные, привезенные откуда-то, они требуют гораздо большего вклада энергии в их, ну, как сказать, в обеспечении их жизнедеятельности, да, в их поддержание ежедневно. Это и полив, это и защита от всевозможных вредителей и так далее. А вот подход, связанный с использованием местных видов, он позволяет снизить количество используемой энергии на поддержание вот этой самой зеленой инфраструктуры, да, вот этого каркаса. Но это еще не все. Дело в том, что почему так важны там кустарники и травы? С одной стороны, они создают естественность ландшафта, да, то есть они привлекают птиц местных, локальных, они привлекают насекомых, и вот эта система позволяет бороться с вредителями и регулировать численность различных видов насекомых, птиц и так далее. Да? И вот именно из таких участков должен создаваться зеленый каркас города. Вот вы знаете, что очень модные являются вот такие вот зеленые газоны, да? Но, к сожалению, зеленый газон ни капли не является экологически, ну, так скажем, адекватным, да, или сбалансированным. Почему? Потому что это только один вид. И, конечно, это выглядит замечательно и красиво, но зачастую это... И он вносит, конечно же, свой вклад в снижение температуры, в частности, в борьбу с изменением климата, потому что зеленый газон снижает нагрев поверхности.
Но с точки зрения вот этого вот принципа, да, вот второго принципа ренатурализации городов, это не работает. То есть он требует определенного ухода, и он не вносит вклад вот в такое в создание, да, так скажем, самой правильной, да, зеленой инфраструктуры. Ну и вот мы неоднократно тоже обсуждали с моими коллегами, вот с Дмитрием Витошкиным, с Дмитрием Переяславским, с коллегами из Арчи, что доступность, почему каркас? Потому что доступность должна быть для жителей города Бишкек, там порядка, ну, Бишкек и других городов, очень приятно, что здесь люди из других городов тоже участвуют, порядка 500 метров. Почему? Потому что это та территория, которую может, например, преодолеть без использования транспортных средств мама с коляской, да, или пожилой человек. И именно поэтому вот важно говорить о таких, ну, каких-то индикаторах. И этот же индикатор так или иначе звучит в рамках целей устойчивого развития, да, в частности ЦУР-11, когда речь идет об открытых, об открытых общественных пространствах. Вот на это тоже важно обратить внимание. Ну, эта картинка вот тоже иллюстрирует зеленый каркас города Москвы. Ну и, собственно, когда мы говорим о каркасе, мы должны понимать о разных элементах этого каркаса. Ну вот здесь мы с вами окажемся в другой части мира, да, и увидим, и вы видите это по тем растениям, которые здесь находятся. Но вот что здесь важно, да? Что нам важно связывать коридоры, связывать вот эти зеленые коридоры, помните, вот эти миланские лучики, друг с другом и создавать переходные точки, да, переходную инфраструктуру для людей, да, то есть как переходить к общественному транспорту, к пешеходным дорожкам, велосипедным и так далее. И вот как сегодня вы совершенно правильно вначале отметили, да, это волны жары, да, это одна из проблем для городов Центральной Азии и для Бишкека в частности. И вот вы можете видеть, да, это такие специфические системы, которые позволяют рассекать лучи и создавать, ну, с той или иной степенью, да, плотности тень. И это могут быть вот такие как раз площадки, либо закрытие тротуаров, либо площадки для перехода между разными элементами вот этого вот зеленого каркаса. Ну и, конечно, точки, да. В зеленом каркасе должны быть предусмотрены различные точки. И вот остановки общественного транспорта, которые есть в каждом городе, их достаточно много, они тоже могут быть точками некоторой адаптации, отдыха, да, потому что на самом деле люди довольно много времени проводят, находясь на территории, на остановках общественного транспорта. И вот мы здесь, конечно, у нас была большая долгая дискуссия, в том числе вот и с Зоей, как они должны быть обустроены в контексте изменения климата. Ну и, конечно, их роль должна состоять в том, что они должны обеспечивать защиту для человека. Да? И вот вы видите здесь как раз пример двух разных подходов. С одной стороны, вы видите умные модульные остановки как технологическая мера, да? А с другой стороны, вот остановки общественного транспорта как технологичная, но и природная мера, когда она озеленена, и это позволяет создавать вот такой локальный микроклимат, потому что зеленые растения, они не только способны защитить от перепада температур, от ветра, например, но они способны создавать вот оптимальные влажностные характеристики той территории, где они находятся. Да? То есть здесь будет, ну, мне кажется, достаточно приятно ожидать общественный транспорт. Ну, плюс ко всему, конечно, фильтрация. Да? И вот подобного рода сооружения, тут вот тоже дискуссионный вопрос, да, что содержать дешевле? Да? Вот такого рода технологичное решение или вот такого рода смешанное решение. Но это, опять же, на предмет дискуссии, да, про это можно говорить и обсуждать. Касаясь связности, конечно, должны быть островки прохлады, да, островки мест отдыха для горожан, потому что именно они дают возможность горожанам полюбить свой город, да, сделать его более комфортным, благополучным и так далее. Ну вот здесь есть разные решения затенения мест общего пользования. Это зеленые островки, как вы видите, да, которые позволяют, ну, просто уменьшить территорию накала, да, уменьшить территорию разогрева. Вы знаете, что в Бишкеке, да, особенно вот
женщины, которые ходят на каблуках, да, на тоненьких, что это крайне сложно двигаться по раскаленному асфальту на каблуках летом. Ну и это территории общего пользования, которые также, с одной стороны, вот создают и теневые какие-то пространства, но и дают возможность где-то посидеть, передохнуть. А если добавить сюда еще и фонтанчик, питьевой фонтанчик, о котором мы будем дальше говорить, то это тоже может быть вот такое вот место отдыха, релаксации и в том числе адаптации, потому что оно позволяет, ну, замедлять вот этот вот темп потоков, антропопотоков, да, человеческих потоков на каких-то элементах инфраструктуры. Вот с этой стороны вы видите соединение, да, садово-парковых зон с зонами рекреации, потому что обычно это всегда вопрос, да, как соединить растущие деревья, чтобы их никто не ломал, и места, которые можно там поваляться на травке. Да, здесь используется газон, но газоны могут быть разные, то есть они могут быть как вот как бы однотравные, да, то есть одновидовые, да, а так и газоны, которые могут быть разновидовые, которые, это газоны разнотравья, да, так называемые, которые гораздо, ну, как бы эффективнее и могут привлекать и птиц, насекомых и так далее. Конечно, вот водные артерии, да, водные потоки в городах имеют большое значение. К сожалению, мы видим пока вот то, что происходит в городе, они не так активно используются, как рекреационные зоны, как зоны увеличения прохлады. Но вот буквально недавно я была в Аше, и вот Биктимир не даст соврать, что в Аше Акбура, она поросла такими замечательными пойменными зарослями, да, и за счет этого увеличивается количество влажности, которое есть вот по берегам реки. И вот этот пример я хотела привести, это пример из Южной Кореи, из Сеула, но пример этот примечателен не только картинкой, которую вы видите, но еще и процессом, который происходил за рамками этой картинки. Дело в том, чтобы вот спроектировать вот эту территорию, да, это была проведена большая работа по интеграции жителей для того, чтобы вот спроектировать, а как они видят набережную, для чего, какой функционал набережной может быть использован вот жителями. И вот вы видите, да, что в итоге это пешеходные дорожки, да, это где-то велосипедные тоже дорожки, ну, в большей степени, конечно, пешеходные, потому что спускаться довольно сложно. Но пройтись вот здесь, вот особенно по берегам реки, могло бы быть достаточно, ну, гораздо приятнее, потому что здесь больше влажности и так далее. И у нас здесь тоже была большая дискуссия, потому что это вопрос, связанный в том числе и с чрезвычайными ситуациями. Понятно, что для каждой реки это не будет работать, да, но для реки с определенным водостоком, с определенной скоростью реки, в принципе, это может быть использовано. И это может быть использовано в разных вариациях. То есть это могут быть и какие-то определенные террасы выхода к воде, да, пусть не обязательно дорожки вдоль, но использование рек, вот территории вдоль рек в качестве пешеходных или каких-то других дорожек позволит в том числе, ну, как бы уменьшить нагрузку на тротуары. Вот тоже это другой пример, это пример включения неудобных территорий в каркас, в экологический каркас города, потому что, ну, практически в каждом городе есть территории, которые обычно замусориваются, они не используются никак, потому что они, собственно, совершенно неудобны. И вот пример вот этой территории, это Братислава, я хотела показать в двух аспектах. То есть, с одной стороны, это город дружественный людям, да, с другой стороны, это затенение, как мера адаптации, а с третьей стороны это возможность, помните, управления водой, да, то есть управление потоками воды, потому что вот это место как раз инфильтрации дождевых вод вот внутрь, в грунтовые воды и с возможностью их удержания для того, чтобы меньше использовать потом воды для полива. Опять же, тоже хотела сказать про Братиславу, что в Братиславе была разработана специальная стратегия, и вот фокусом этой стратегии была, с одной стороны, защита наиболее уязвимых групп городского населения. Вот обратите внимание, кто это: и пожилые люди, бездомные,
дети, одинокие пенсионеры и так далее. Минимизировать углеродный след города, ну, вы об этом говорили на предыдущей, я думаю, лаборатории, да, встрече, но и внедрение зеленых и мягких мер по адаптации к изменению климата, использование дождевой воды и зеленой инфраструктуры. Тоже очень интересный опыт, мне кажется, Братиславы, на который стоит обратить внимание. Ну и вот раз уж мы заговорили о детях, о пожилых, о разных социальных группах, то мы должны говорить, конечно, и о социальных объектах. Ну, практически каждый социальный объект – это предмет пристального внимания, на который стоит обратить внимание с точки зрения его адаптации. Да? И в Кыргызстане работают санитарные нормы и правила, которые регулируют, как должна быть обустроена территория вокруг школы. И то, что вы сейчас видите, это разработка, это визуализация санитарных норм и правил. Ну, конечно, здесь мы чуть-чуть вот добавили, так скажем, новеллы, да, в качестве всевозможных вот таких солнечных установок, но это ровно для того, чтобы эти вещи тоже уже вписывались в представление людей. Но обратите внимание, что достаточно большая зона озеленения должна быть организована вокруг практически каждой общеобразовательной организации, детского сада в том числе, и организации здравоохранения. Потому что ведь, ну, вы представляете, да, насколько зачастую, да, сложно обеспечить должный температурный режим в зданиях школы, больницы и так далее. Так вот, зеленые насаждения, особенно вертикальное озеленение, позволяет решать эти проблемы с минимальным использованием энергии. То есть летом это будет затенение, а зимой это будет снижение ветров и снижение теплопотерь. Ну и, конечно, организация максимально дружественной и благоприятной территории на территории образовательных организаций, и не только. Но это вот тоже один из примеров, а каким образом, это причем пример, который был разработан нашими кыргызстанскими дизайнерами, архитекторами, это внутренний дворик 65-й школы. Внутренние дворики у типовых зданий и сооружений у нас достаточно частое явление, поэтому их как раз можно использовать для того, чтобы вот ученики или сотрудники, да, тех или иных организаций могли выходить и, ну, вот чуть-чуть дышать прохладой, да, и дышать воздухом летом, может быть, там гулять зимой и так далее. Вот тоже очень важный подход – это затенение, создание и затенение спортивных зон. Ну вот здесь вы видите, что деревья еще маленькие, да, но через какой-то момент тут не только туйки, там дальше есть это чередование туек и других, и, значит, листовых, собственно, растений, да, которые позволят через какой-то момент вот затенить эту спортивную зону. Ну, важно, кстати, думать вот сразу о том, как это будет организовано. Это тоже территория 65-й школы, то есть здесь был просто пустырь, и благодаря вот родительскому комитету тоже был создан вот такой объект, да, который через какой-то момент будет работать, ну, в более теневом режиме. Ну, коллективные огороды в городе. Конечно, много спорных вопросов, особенно с нашим воздухом, особенно в нашем городе. Но, опять же, обойти его невозможно, потому что это тренд в развитых городах Европы и Америки. Во-первых, это сплочает местное сообщество, да, потому что здесь это можно вместе что-то выращивать, да, это подвижность, да, то есть, соответственно, это вклад в здоровье человека. Во-вторых, конечно же, это адаптация к изменению климата, потому что больше территорий у нас за счет усилий горожан, самих горожан, будет в минимальной степени подвержена вот этим климатическим изменениям, нагреву, да, большему разогреву и так далее. То есть и здесь замыкаются как раз вот циклы и воды, да, и температура снижается, да, и ветра циркулируют, ну, в соответствии с теми температурными характеристиками, которые вот здесь вот есть. Питьевые фонтанчики, я о них уже говорила. И раньше, ну, вы, наверное, помните, нельзя было прийти в парк Панфилова, да, например, и не попить из питьевых фонтанчиков в городе Бишкек. Я сама любила это делать, но сегодня их становится все меньше и меньше. И вот этот вот питьевой фонтанчик, это пример Великобритании, вы видите, что здесь 3 разных высоты. Почему? Потому что вот этот питьевой фонтанчик, он предназначен для животных.
вот это для детей, а вот это для взрослых. То есть я помню, что когда я была маленькая, мне было крайне иногда трудно дотянуться до питьевого фонтанчика, ну вот в частности в том же самом парке Панфилова, о котором я говорила. Но вот это как раз попытка, ну такой инклюзии, да, попытка увидеть нужды всех, да, разных групп и даже животных и так далее. Ну и, конечно, питьевой режим, мы понимаем, что какая может быть адаптация без доступа к питьевой воде, особенно в нашем жарком климате, где летом может быть довольно суровые температуры высокие, и обеспечение водой, и возможность вот каких-то таких, может быть, нескольких фонтанчиков на самых разогретых улицах или территориях может быть хорошим ходом. Ну вот тоже в контексте управления потоками воды это система туманообразования. С одной стороны, вот эта картинка – это Китай. Видите, остановка Китая, где периодически включаются системы туманообразования. А здесь это та же любимая моя Братислава, которая организует вот такие вот системы туманообразования. Это туманные ворота, через которые можно там проходить и охладиться, да, особенно в жаркий день. Ну, это вот как пример тоже снижения температурной уязвимости, да, населения. Продолжая тему управления потоками воды, довольно большой спектр практик, посвященный управлению дренажными водами, посвященную дренажными, ливневыми стоками и так далее. Несколько моментов, да, то есть с одной стороны ливневые стоки из города, попадая в реки, однозначно загрязняют реки. И организуя всевозможные вот такого рода дождевые сады, да, вот это, например, это называется дождевой сад, или водосборные леса, да, и различного рода дренажные системы, это позволяет не просто собрать воду и удержать ее в городе для того, чтобы использовать позже, она будет пропитывать территорию и потом использоваться в качестве, ну, как вот того, наверное, запаса, да, который будет питать растения. Но и использовать растения, которые могут осуществлять фильтрацию стоков. Да? И это здесь нужно вот сказать, что это одна из важных функций вот такого рода дождевых садов. И, собственно, здесь вот мы говорим о разгерметизации, да, что когда мы не интегрируем все ливневые стоки в канализацию, которая идет в очистные сооружения, но мы распределяем их по территории равномерно, накапливаем, и таким образом это один из элементов города-губки. Вот что такое города-губки, я чуть позже скажу, и мы таким образом объединим вот этот вот раздел, посвященный вопросам управления потоками воды. Ну, пористые дорожные покрытия. И вот в частности вы видите, да, существуют разные подходы к организации пористых дорожных покрытий. Вот здесь вот это своеобразная такая брусчатка, которая позволяет просачиваться стоком. Здесь есть определенного рода вот такие, я не знаю, асфальтовое покрытие, которое позволяет просачиваться в воде. Ну и тут вот некоторые примеры, каким образом это устроено. Опять же, для чего? Для того, чтобы вода оставалась там, где она выпадает, и чтобы она входила вот в этот цикл, в локальный местный цикл, и увлажняла территорию города буквально на всей протяженности города, ну максимально, где это возможно. Ну и вот я уже забежала вперед буквально чуть-чуть и рассказала о том, что есть такой концепт, как город-губка, да, или спонж-сити. И вот здесь такие рисунки, да, они достаточно, ну, такие простенькие, да. Вот обратите внимание, каким образом происходит вот регуляция этого водного цикла в естественной среде, да. Вот видите, просачивается везде, да, есть сток, но везде просачивается, испаряется и так далее. И вот видите, замкнутый город совершенно по-другому. То есть вода, стоки, мы видим четкие линии, да, которые ведут вот к определенному какому-то источнику воды, да, или вот как с примером города Бишкек, это канализационный сток или река, и, собственно, на этом все. Вот пористый город или спонж-сити, он как раз подражает природе. И вот этот вот принцип подражания природе – это важный принцип для адаптации современных
городов и населенных пунктов к изменению климата. Здесь попытка максимально оставить воду там, где она выпадает. И даже на крышах, даже вот, ну, во всевозможных вот палисадниках, садах и так далее. Управление потоками ветров. Это тоже очень важный момент, и он связан с тем, что зачастую, может быть, не всегда нужно придумывать новые решения, да, архитектурные, но использовать то, что было до этого. Вот, ну, вы знаете, что город Бишкек, в частности, он строился, исходя из определенной розы ветров, да, для того, чтобы осуществить продуваемость. Мы находимся в такой своеобразной чаше, и город, и воздух с гор, он должен был продувать город и тем самым осуществлять вот этот вот, ну, очистку воздуха и снижение температурной нагрузки в летний период. И, собственно, вот ряд ученых и практиков, в том числе вот один из них, Адеми Крамбер, он говорит о том, что нужно обратить внимание на интересные с точки зрения города ветра. Интересным ветром он называет ветер, который составляет там порядка 4 метра в секунду. И вот такой ветер должен иметь доступ как минимум к 20% поверхности фасада здания. И тогда это позволит обеспечить, ну, конвекцию и обеспечить охлаждение тех или иных зданий. Но вот эта картинка, она о том, что на сегодняшний день разработано специальное приложение, и вот здесь вот вы видите, да, внизу ссылочка на это приложение, у вас у всех будет эта презентация. И это программное обеспечение, не приложение, простите, да, программное обеспечение, которое позволяет просчитать различные ветровые потоки, да, в том или ином городе и вот, оценить ветровой потенциал и дать некие рекомендации о том, каким образом важно соблюдать застройку, где создавать зеленые зоны и как это лучше всего сделать. Мне кажется, для вот людей, кто занимается профессионально архитектурой городов, это может быть интересно. Ну и, конечно, традиционные знания – это бадгир, это такое устройство, да, которое является частью персидской, иранской традиционной архитектуры. Он устроен таким образом, что потоки ветров, ну, это такой большой теплообменник, который работает в доме. Ну, так как вы знаете, что у них довольно высокая температура, да, иногда она разогревается, ну, да, совершенно некомфортной. Вот такого рода устройства, они позволяют до 14 градусов Цельсия снижать температуру в помещении. И плюс ко всему оно регулируется, там есть определенные там задвижки, которые могут в любой момент остановить этот поток или, наоборот, его усилить, уменьшить. А если организовывать там какие-то водные зоны под бадгиром, то, соответственно, регулировать и влажность. Почему он интересен? Потому что он может быть использован в любой момент без использования электричества, что также важно, достижение своих целей без использования дополнительных источников энергии. Ну, конечно, вертикальное озеленение, озеленение крыш – это тоже такой серьезный вопрос. Да, это дорого. Озеленение крыш – это тренд сейчас, ну, по крайней мере, во многих европейских странах, насколько позволяет об этом делать вывод доступная литература. В Кыргызстане сегодня тоже имеются примеры. Я думаю, что все видели замечательную крышу клиники Неомед, которую я здесь привела в качестве примера. Вертикальное озеленение гораздо дешевле, и оно позволяет снизить количество энергии, которое используется кондиционерами, как в зимний, так и в летний период. И оно также является довольно перспективным. С другой стороны, ну, к сожалению, оно не так активно развито у нас на сегодняшний день в стране, хотя потенциал для этого есть придомовые территории, где вполне можно это обеспечить. Но мне кажется, это вопрос, опять же, ну, некоторых коллективных усилий, коллективных договоров, товариществ, всяких собственников жилья и так далее. Но это больше технологическая мера, мы о ней тоже обсуждали. Любые светлые поверхности, как вы знаете, отражают тепло, темные притягивают. И, собственно, вот это опыт Греции и опыт Лос-Анджелеса.
Греция, вы знаете, что там очень много замечательных, очень красивых белых домов, и это не просто так, потому что они отражают свет солнечный и тем самым снижают тепловую нагрузку. Да? И вот здесь приведены тоже данные, насколько это может быть. Покраска крыш светлой краской, ну да, где-то в каких-то климатических условиях такой ход есть, но нужно здесь всегда помнить, что летом это будет работать как адаптационная мера, но зимой не совсем, потому что такая крыша не будет нагреваться, а, соответственно, мы будем терять тепло больше, чем получать от солнца. И улицы, покраска улиц, вот вы видите, что это тоже одна из адаптационных практик, и в Лос-Анджелесе это прям такой серьезный проект, порядка 35% улиц Лос-Анджелеса будут окрашены вот в белый цвет, и по их прогнозам температура там снизится порядка на градус. Да? Ну вот источники я привожу, к сожалению, я не все источники смогла привести вот здесь в конве, но я с удовольствием поделюсь презентацией, которая у меня вот, как обычно, привычно в PowerPoint, там есть все ссылки. Ну и закончить свою презентацию я хотела бы на вот таком маленьком ребусе. Вот обратите внимание, вот такие фотографии, да? Как вы думаете, что это такое? Да, вы можете писать в чат или говорить голосом, как удобно. Коллеги, меня слышно? Да, слышно. Мне кажется, друзья, пишите в чат, правда, хорошая загадка. Что вы думаете? Ну, только Бассейн? Бектимир, ты не пишешь в чат, потому что мы уже проводили большое обсуждение, и да, с коллегами, с ребятами, и в этом смысле, кто участвовал в этом обсуждении, я попрошу только пока вот 2 минуточки воздержаться. Так, пишут мини-пруд, песочница, сломанная карусель, Ага, да, бассейн, бассейн или фонтан. фонтан, да. Да, Нурдана, да, привет, да, тебя Раньше тоже. во дворах устраивали такие маленькие бассейны, когда вот, ну, была Да. территория, вот, и он, видимо, был заброшен, замусорен, почистили, и вот, наверное, сделали вот Да. так. Совершенно верно, да, коллеги, вы совершенно правильно отметили. Действительно, это я делала фотографии у нас в микрорайонах города Бишкек. Когда-то, во времена Советского Союза, это были такие маленькие, вот в середине фонтанчик, как совершенно правильно вы написали, и такие маленькие бассейнчики, да. Но они были сделаны для того, чтобы снизить температурную нагрузку, потому что в Бишкеке всегда было достаточно жарко. Но на сегодняшний день вы видите, в каком они состоянии, и у нас состоялась дискуссия с нашими молодыми активистами по поводу того, что, коллеги, примите там в участники, вот, что может ли такого рода решение быть адаптационной практикой для городов Центральной Азии? И если да, то как? Ну, то есть если раньше они использовались, я просто помню себя в детстве, что раньше это использовалось в том числе как маленькие детские бассейны и так далее. А вот сейчас, может ли, есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл, да, или нет? Ну, это, собственно, вот один из вопросов на нашу общую дискуссию. Может быть, мы можем вернуться к этой дискуссии попозже, когда мы будем обсуждать, что может подходить для города Бишкек. Вот. Но для меня было это очень интересно узнать, как вы видите, да, что это такое, потому что я понимаю, что достаточно большое количество людей уже не очень понимают, да, не видели это в действии. Ну и на этом, если позволите, я закончу свою презентацию. Я и так, мне кажется, перебрала время. Спасибо большое. Спасибо, Анна, вас Спасибо невозможно большое. прервать, очень Да. интересно Надо рассказываете, было. как всегда. Шикарно. Ребят, я предлагаю вам вернуться опять на наш Jamboard. Там у нас опять же есть 2 вопроса, но мы планировали, конечно же, с вами немного их пообсуждать. Все-таки предложение следующее. По ходу выступления Амара, пожалуйста, ответьте на следующие 2 вопроса
То есть первый звучит как «поделитесь, пожалуйста, личным опытом или позитивными практиками, которые вы, возможно, где-то видели, либо слышали, может быть, вы вот за границей что-то своими глазами воочию, так скажем, наблюдали по адаптации к изменению климата». И следующий вопрос – это какая из адаптационных практик, которые Анна перечислила, либо которые вы сами знаете, подошла бы для Бишкека? Вот насколько реалистично такую меру внедрить силами гражданского сообщества, возможно, при участии бизнеса, и, может быть, даже вы можете назвать именно какие-то зоны. Вот, например, про бассейны мы очень много с Анной мечтаем по этому поводу, потому что я живу в 10-м микрорайоне, у нас есть территория, где огромный просто бассейн, и я к нему приглядываюсь, чтобы там сделать такое подобие естественного прудика. Ну, насколько это реалистично, посмотрим. Но, тем не менее, прошу вас, опять же, поактивничать в то время, когда будет выступать следующий презентер. Это Амар Даиров. Амар, вы готовы? Да, спасибо большое. Ждем. Спасибо большое, друзья. Спасибо большое, друзья. Очень большая честь мне выступать с такими экспертами, как Аня, Зоя. Это действительно какой-то уровень, да, который дает мне почувствовать ответственность за все, что я скажу. Итак, я сегодня хотел бы поговорить о вовлечении молодежи в создании климатоустойчивых городов. И в целом о молодежи Кыргызстана, которые не задействованы пока еще ресурс, но мелкими шагами поэтапно мы двигаемся к тому, чтобы стать такой системной, структурной силой, которая будет способствовать развитию нашей страны по принципу зеленой экономики, по принципу устойчивого развития и так далее. Итак, здесь вот цитата Махатма Ганди. Очень многие люди не осознают, очень многие молодые люди не осознают, чем мы занимаемся. Это тем, что мы исправляем ошибки. Очень многие молодые люди знают, что мы исправляем ошибки прошлого поколения, но не каждый из них понимает, что мы закладываем фундамент для всего того будущего, в котором мы хотим жить. И вот Махатма Ганди один раз сказал цитату, которую я захотел вставить сюда, которая гласит: «Будущее зависит от того, что мы делаем сегодня». И мы сегодня снарядили инструментами, которыми, я надеюсь, будет пользоваться каждый, кто здесь сидел, и создаст то будущее, которое он хочет. Итак, не буду долго задерживать. Итак, прежде всего, свой урбан-активизм и вообще молодежный активизм стоит начать с того, что с повышения своего потенциала. Очень много где молодые люди, не зная каких-то базовых вещей, пытаются рассказать, отстоять свою позицию, которая порой противоречит и экосистемному подходу, и экологическому подходу, и в целом всему хорошему и высокому, которые они думают, о котором они думают, да, то есть другими словами, благими намерениями дорога устлана, знаем сами куда. И вот для того, чтобы начать свой урбан-активизм, свой вообще экоактивизм, чтобы быть экспертом, который будет отстаивать действительно права всех живых существ на планете, нам стоит повысить свой потенциал. Здесь я подобрал несколько таких источников, которые действительно помогут вам получить знания из первых уст, из таких компетентных, высококвалифицированных экспертов, специалистов. Первая платформа, которая называется Climate Science, мы ее перевели впервые на кыргызский язык, это международная платформа по климату на кыргызском. Там уже описываются и внедрены практики по зеленому сельскому хозяйству, по адаптации к изменению климата, по климатической экономике и очень много-много чего еще доступным для молодежи языком, в таком игровом формате квизов и на кыргызском языке. Молодежь с регионов, прошу, участвуйте. Как раз-таки сейчас проводится Олимпиада, и у каждого из вас есть возможность выиграть $10 000 и поехать в Абу-Даби на КОП-28. Итак, эта платформа была переведена как раз-таки при поддержке фонда Фридриха Эберта.
и вот такое устойчивое партнерство. Вторая, одна из крупнейших библиотек вообще в целом, кладезь знаний Кыргызстана по экологии и климату – это биом. Все, кто хочет начать что-то изучать, действовать и вдохновляться такими очень глубокими трудами, прошу, приходите в биом. А для того, чтобы получать новые новинки, новости со всего мира, есть такие платформы, как CAN, климатическая сеть по климатическим действиям, Экоис, Караван, Экостан, Ливень. И эти платформы на еженедельной основе, на некоторые каждый день выкладывают десятки новостей, очень интересных, которые собрали со всего мира, которые вы можете использовать и в Кыргызстане. Там новости и по экономике, и по климатической экономике, и по новым тенденциям, по инновационным подходам, которые может использовать каждый. Проходите по ссылке. Итак, когда мы говорим молодежь, многие думают, это такая абстракция, абстракция, которая может пользоваться только социальными сетями, распространять информацию и повышать потенциал. Отнюдь. Молодежь – это ресурс, который может быть использован и который может быть полезен, прежде всего, в распространении информации, во-вторых, в создании какого-то нового инновационного подхода, нового инновационного проекта на одну и ту же проблему. Вот, например, молодые люди из Германии, которые называются Grüne Jugend, да, зеленые юнцы, они взяли заброшенные, непригодные для использования участки в Берлине, абсолютно, в которых жили различных социальных групп, которые были уже непригодны, которые были вообще непривлекательны для граждан, и начали создавать там инфраструктуру, озеленять ее, внедрять какие-то уголки, общественные пространства. И тем самым оживили эти пространства, и туда начали приходить другие молодые люди, играть на гитаре, весело проводить время со своими друзьями, сверстниками, и уже создалось такое общественное пространство, где раньше никто бы никогда не сел. Greening Australia – это вторая молодежная группа, которая создает общественные пространства и озеленяет все городские территории, парки, и они зачастую конкурируют с муниципальными службами, которые не справляются с этим объемом, с огромным объемом работ, и они выступают таким инструментом, который позволяет увеличить многократно на собственной добровольной основе зеленые зоны, о которых говорила Аня. И вот как раз-таки я всегда вдохновляюсь нашими коллегами из Пешкомбишки, которые проводят интервенции, которые обращают внимание муниципальных органов, гражданского сектора, населения в целом на проблемы определенных ячеек в городе, таких как деревья, мосты, отходы и так далее и тому подобное. О каждом из этих проектов вы можете забить в Google и узнать намного больше, чем я вам сейчас расскажу. Что касается нас, мы Джердим Балдары. Мы Джердим Балдары, многие из нас знают, многие из вас знают, здесь я вижу очень много друзей наших. Мы провели первую молодежную конференцию по изменению климата, проводили очень много различных проектов по молодежному каравану, где повышали потенциал молодежи в регионах и в селах Кыргызстана. Мы обладаем базой в 5000 человек по всему Кыргызстану, которые активно участвуют в наших проектах. Из года в год мы наращиваем потенциал. И уже это огромная сила, которая постоянно каждый сезон выезжает в горные районы, высаживают леса тысячами, досаживают уже в лесных экосистемах дополнительные саженцы, участвуют как на локальном, на национальном, так и на международном уровне и многое другое. Да, здесь посадка Джашумрас, которую мы проводили в прошлом году, но я думаю, по QR-коду можете пройти, у нас не очень много времени осталось. Вот.
И вот как раз-таки о Climate Science я хотел бы поговорить. Друзья, Climate Science Кыргызстан – это первая международная климатическая платформа, где вы можете узнать в игровом формате о всех практиках, которые используются на международном уровне, в сельском хозяйстве, в адаптационных каких-то мерах, в экономике и много-много, да, и в городе в том числе. Она на кыргызском, и вы можете принять участие в Олимпиаде, да, как я уже отметил, и поехать и выиграть поездку в Абу-Даби. И вот, здесь я подготовил чек-лист для Urban Activist на основе того, что сказала Аня и Зоя. Каждый, когда я общаюсь с молодежью и с молодыми активистами из регионов, они говорят, что делать, как начать. Амар, что мы можем сделать? Ну, прежде всего, это принимать участие, активное участие в образовательных программах, мероприятиях. Виктимир об этом знает прекрасно. Кроме того, инициировать собственные инициативы и проекты по озеленению, созданию микрозаповедников, о чем Аня постоянно рассказывает всем желающим, да, обновлению общественных пространств, школ, вузов, устранение загрязнений в городах. Зачастую, ребята, муниципальные органы не справляются с объемом работ, который на них возложен, где-то они не видят каких-то проблем. И нам, молодым людям, у которых есть самый главный ресурс – это время, есть огромная возможность показывать им, как делать, и что надо делать. И этим надо пользоваться. И если мы будем очень грамотно, структурно показывать, рассказывать и делать что-то на практике, то мы обратим внимание всех и получим действительно устойчивый город, устойчивый зеленый город. Проводить и участвовать в инициативах в социальных сетях и медиа. Сотрудничать с местными школами, колледжами, вузами, молодежными организациями, озеленять территории уже в своих собственных школ, колледжей, вузов, в которых вы учитесь, пытаться простроить коммуникацию, сотрудничество с директорами, с ректоратом университетов и создать свои зеленый угол. Это очень важно. Создавать и участвовать в процессе принятия решений, в молодежных советах, инициировать их. При каждом айлукмыту, мэрии, муниципальном органе вы можете инициировать молодежный совет. В айлукмыту уже есть эти молодежные советы, и участвуйте в обсуждениях этих айлукмытов, в формировании бюджета, выбивайте свои интересы, которые вы можете, которые вам помогут озеленить ваш собственный город, вашу собственную или университет. Использовать устойчивые формы транспорта, велосипеды, продвигать пешеходные и велосипедные зоны в малых городах. Ребята из Баткена, Таласа, Нарына, мы с вами очень часто обсуждаем, что ваши города маленькие, и у ваших городов есть все возможности стать эко-sustainable friendly, да? Быть городами, которые уже показывают столице и крупным остальным городам пример, который можно использовать. В таких городах, как Баталас, можно спокойно с одной точки города в другую точку города передвигаться на велосипедах, забыть о машинах, забыть об общественном транспорте и о такси, да, и как бы участвовать в этом всем. Да, дальше я подготовил для наших ребят такой инструментарий, где в папке, сейчас она в закрытом доступе, после презентации я открою доступы. Там есть шаблоны писем для обращения в муниципальные органы, к ректорам вузов со своими предложениями, шаблоны проектных предложений, где будет описываться концепция, цели, задачи, где вам нужно только заполнить своими словами, идеями, предложениями, список СМИ, которые вы можете использовать для освещения вашей компании. И четвертое, узнать, что вам еще необходимо, какие инструменты вам еще необходимы для продвижения своих
зеленых интересов, идей и предложений. Спасибо за внимание. Вот так вкратце я постарался ответить. Презентовать. Все. У меня все. Спасибо, Амар, большое за такую вдохновляющую презентацию. Ребят, перейдя к джемборду, к сожалению, вы не очень-то активны, наверное, вы просто были увлечены презентацией Амара. Но из того, что Зоя, давай вы... повторим ссылку, потому что, А, кажется, она могла потеряться. Давайте. Сейчас, секундочку. Нет, не то. Одну секунду. Вот. Я думаю, мы можем сейчас прям скрин экрана, ну, в смысле показать экран, что в Jamboard происходит. Давайте, сейчас хорошая идея. Да, кому неудобно печатать, то можете просто здесь голосом включать микрофон и сказать, мы добавим на Jamboard, да? Да, итак, то, что было отмечено, само собой, озеленение правильной архитектуры. Шикарно, но конкретные решения, потому что мы бы хотели бы, как вот сказала Ольга, будут конкретные решения на конкретных очагах, территориях Бишкека внедряться вот такие вот практики. Поэтому нам очень важно ваше мнение и пожелания. Отель для жуков. Шикарно. Я тоже мечтаю, и, наверное, я наконец-то создам такой отель для Ой, жуков. там У себя такая задача. ссылка, Зой, там шикарная, коллеги, я просто не помню, кто именно, но замечательная ссылка про то, как сделать заповедник из трухлявого пня. Я прям, да, посмотрите, пожалуйста, там есть вот ссылочка в чате. Я уже себе взяла, забрала. Спасибо Теперь, огромное. кроме выращивания грибов, мы с тобой еще займемся Да, это выращиванием вот теперь, жуков. да. Я так думаю, мои лягушки вам мешали, когда я презентовала, они дико орали. Это было, да. А теперь вот, да, жуки – это хорошо. Итак, отель для жуков, пойменные парки в городах, шикарно, мы мечтаем о таких парках. Медоносная поляна, но я так понимаю, это для привлечения пчел, наверное, особые виды цветов, шикарно. Вот здесь я перенесла лично из первого листа, это такой пример, в Женеве есть скамейки алюминиевые или нержавеющей стали, с дырами в сидушке, чтобы скамейки не промокали во время дождя. Шикарно. Ну, наверное, Но для нас они, хорошо бы, чтобы да, они не были сильно горячими. да, я хотела сказать, с Да, дырками да. меньше прогреваются, есть вентиляция. В России есть заводы, которые добавляют золу в стройматериалы. Это шикарная мера по минимизации отходов в окружающую среду. Сетевые фонтаны. Мечта у нас тоже. Дождевые сады, малые архитектурные формы из переработанного пластика. Возможно. Мини-сады из местных видов растений. Мечта. Скамейки под деревьями в тени. Где-то есть даже. Отдельно можно найти отдельно стоящие скамейки. Компостные кучи в общественных пространствах. Предложение, возможно, это вот надо больше, чтобы мои Ну, мне коллеги кажется, вот прокомментировали. было бы хорошо начать компостные кучи со школ, да, чтобы Даже там хотя бы где-то на этих чтобы дети территориях. огрызки и шкурки бананов туда кидали. Тепловой насос АУЦА, но это дорого. Но это вот для нагрева здания, я так понимаю. Сортировать мусор – это задача каждого из нас. Надеюсь, все-таки у нас скоро эта система будет налажена, чтобы мы сортировали, а потом все это в одну кучу не сбрасывалось, да? Озеро посреди города в Батуми – это как пример, наверное, удачных практик. Да, мы тоже, конечно же, у нас тоже есть, например, Аэропортинское озеро, и мы тоже бы, конечно, хотели бы видеть такой очаг природы вокруг этого озера. Лес прямо в середине города Талас, но это большое спасибо природе. Да, в Берлине тоже я знаю, что Берлин весь в лесу, к сожалению или к счастью, наверное, к сожалению больше у нас не такой климат, как в Таласе, как в европейских странах. Живого леса у нас нет, у нас только вот пойменные, да, леса отдельные возможны в условиях нашего климата городского полупустынного. Так, вроде все я прочитала, и следующий... Нет, а вот парклеты, что такое парклеты?
может, Парклеты, да, может, Да. да. Может, Спасибо, поясните, Екатерина. пожалуйста, потому Да, что я... парклет — это такие пространства, которые занимают одно парковочное место, и на этих парклетах может вместо машины располагаться в том числе и какой-то мини-сад или место, где могут отдыхать люди, и не только люди, я надеюсь, по-разному. В общем, дизайн зависит от того, кто придумывает парклет. Здорово. И там еще вот есть комментарий тоже в чате насчет того, что презентация очень красивая, красочная. Это действительно так, мне тоже очень понравилось. Но вот тут человек, который пишет комментарий, говорит о том, что хотелось бы узнать простые правила для каждого гражданина, как можно повлиять для озеленения общества в повседневной жизни. Я Вот. можно расскажу по примеру Мгм. своего двора, потому что я живу в обычном дворе, 105 квартира 105 серии. И, вот действительно наши соседи просто самостоятельно облагораживают наш двор. Просто самостоятельно высаживают цветы, кустарники. И причем вот то, что Анна говорила, типичные для нашей страны. Не какие-то петуньи, а вот те, к которым мы привыкли с детства. Да, полив осложнен, конечно же, но тем не менее это такой очаг, красоты. И даже когда к нам приезжал Варламов, он отметил, этот двор у себя в блоке и написал "мило". То есть я настолько этим горжусь, этими своими соседями, поэтому все начинается с нас. Я тоже высаживаю цветы, гидрогель, компост привожу с дачи и высаживаю, ну, по крайней мере, первоцветы у меня под окном цветут, и это очень радует глаз. То есть вот мы с себя начинаем. И это, мне кажется, если бы так каждый будет заботиться о своем пространстве, то вот мы поменяем жизнь города к лучшему. Можно А, еще добавлю вот по парклет. Сейчас быстренько, Ань, можно я добавлю? Да, Тоже я видела такую практику по поводу стояночных мест. В Европе, может быть, тоже вы знаете, нет такой варварской практики асфальтирования всей прилегающей территории, они просто берут газоны, покрывают что-то наподобие сетка рабица, которая позволяет впитываться дождевой воде, и, соответственно, это же натуральная поверхность, она не так быстро прогревается, то есть и человек не утопает в грязи во время дождей, но и тем не менее это вот такой кусочек природы, поэтому мне кажется, если бы у нас вместо наших парковочных асфальтированных мест были вот такие решения, то это было бы тоже, как бы, мне кажется, неплохо. Анна, может быть, вы да, что-то ну это, конечно, снизило бы количество воды, которую нужно для полива. А по поводу красоты презентации я хотела сказать, что спасибо Амару, потому что Амар сделал замечательную презентацию, вот такой вот, ну, очень красивую. Но кроме того, вот мне кажется, что да, то, что Зоя сказала, нужно начинать с себя, это однозначно. Но второй момент – это то, что без объединения людей, да, вот что бы то ни было сделать очень сложно. И именно поэтому вот эта сессия, да, где Амар рассказывал про практики, да, практики совместного действия, она является, наверное, одной из самых центральных, потому что когда мы все вместе собираемся и что-то делаем вместе, ну, есть шанс, да, пока мы по одному, шансов гораздо меньше, даже если мы знаем самые наилучшие практики. Вот мне кажется, что на это нужно тоже обратить внимание. А можно сказать свое мнение, Анечка? Так, вот тут написан вопрос. Поделитесь, пожалуйста, личным опытом и позитивными практиками по адаптации городских зон к изменению климата. Вот я, наверное, столько лет уже живу, что я вот думаю, все новое, хорошо забытое старое. Жизнь это действительно доказала. Когда формировался город Фрунзе, а формировался он, когда я была молодой, такой как даже моложе, чем вы сейчас, вот, наверное, как Амар и помоложе, все эти в основном здания строились. Вот тогда построили Пионерское, Комсомольское озера. Построили их не просто так. Смотрите, когда мы жили в Глиняном, поэтому там очень большая фильтрация воды всегда. Мы поливаем, но почти 40-60% впитывается в землю. Поэтому все, что ниже бычака, мы прекрасно знаем, утопает часто очень в сырости, да? Ирина, к сожалению, вы пропадаете. Только у меня опять Там звук и пропал. подвалы не рекомендую.
строить, особенно дренаж разрушен после, это была зона отдыха гаража, там, да? Ой, не слышно, я не знаю. Сейчас слышно? Коллеги, а у Ау, всех слышно? слышно, или Сейчас только у не меня связь знаю, ой, залипает? блин. Я тоже Слышно, вас нет, периодически не девчата? К слышу. Вот сейчас сожалению, не слышно, Ир. слышно. Надо еще разочек попробовать. Сейчас слышно, да? Вот. Ну, извините, прерываться, я ничего не могу, наверное, интернет такой. Так вот, дело в том, что вот сейчас сколько лет уже эти озера простаивают, а там была и зона отдыха горожан, как вы сейчас говорите, большое озеро в центре Батуми. Прекрасно, у нас тоже большое озеро Комсомольское в центре Бишкека, и на берегу города Фрунзе, Пионерское, а вот смотрите, молодежный парк, где индийское посольство, Махатма Ганди, вниз Молодой гвардии. Там были озера, вот, там были озера, смотрите, 100 лет ЛКСМ, что ли, 40 их называли. Когда я в институте училась, мы туда бегали, купались студентами. Там прекрасные были зоны отдыха, а сейчас там просто заросшие вот эти вот большие, глубокие, вырытые места, и уже они засыпаются мусором строительным, никто не восстанавливает. Так вот, адаптационная практика, вот это все вернуть. Это будет и накопление воды, это будет микрозона. Там вокруг начнут опять деревья расти, там же все высохло. Страшная жажда, и негде ходить отдыхать. Даже новое начинать не надо, надо возродить хотя бы это. Может быть, к мэрии обратиться. У нас же создан какой-то в мэрии ирригационный там совет или что у них там, какая-то у них есть функция, в этом году создали. Может быть, к ним, и пусть они начинают с того, что вот восстановят, почистят, найдут, сыщут какие-то деньги. Это, пожалуйста, не то, что новое строить, а восстановить то, что имеется. Спасибо. Ну, не знаю, если прерывалась, то я уж тут ничего не могу изменить. Да, мне кажется, что это и есть одна из задач, да, ну, как бы такую инвентаризацию, да, может быть, провести, и ведь вопрос про вот эти вот фонтанчики-бассейнчики, он был про это, что у нас есть вещи, которые, ну, как инфраструктурные основы для, да, для адаптации. Мы не должны с нуля все это придумать. То есть какие-то моменты у нас есть. Да, у нас есть реки, которые проходят через город. Да, но вопрос, а как? Сейчас пока они используются, извините, как клоаки, куда все сливается, мусор кидается и так далее. Да? А вот ну, их же можно вписать в жизнь города, не просто там замечательные мостики. И то же самое, вот то, что, Ир, вы сказали, это же тоже важно. То есть, а какая климатическая, да, инфраструктура у нас сегодня уже есть, и мы этим сильны. И что было бы хорошо вот дополнить? Мне кажется, это очень хороший и важный комментарий. Спасибо. Коллеги, давайте перейдем к третьему заключительному вопросу. Попробуем определить потенциальные места для реализации небольших таких адаптационных проектов, помощь проекту нашему Например, действующему. Зоя, я могу подсказать, как я думаю. Давайте. Потенциальные места. Я Вот вы пишу за говорите, вас. приехал к вам блогер и похвалил, сказал, как мило, когда в наш двор приедут, а я живу в центре города. Вообще ужас. Вы знаете, что вот меня возмущает, я давно не могу понять, почему мы меры, вот мы сила, вы говорите, вместе мы добьемся. Все городки, ну эти дворы в городе, особенно в центре, бетонируют просто нагло. Я утром просыпаюсь, что такое в прошлом году? А тут бетономешалки, и все бетонируют, и везде парковки. Заходишь в любой двор, куча машин. Если мы какой-то инициируем закон, что-то такое, и будем, например, конкурс проводить между дворами на лучшее озеленение, может быть, будет какая-то ситуация меняться. Вот порядок, чистота, озеленение, вот как ваш дворик. И люди будут, но для этого надо, чтобы было законно. Вот смотрите, недавно я присутствовала, я не помню, на каком-то мероприятии, где мне сказали, есть такие санитарно-противоохранные зоны, где застраивать нельзя, вот, например, вдоль рек, чтобы вот этот вот воздух свежий, да, как был зеленый воздушный коридор для аэрации, который продувает город, он очищает воздух, он, значит, такой вот, такой бриз создает свежий. Но у нас-то все застроили, хорошо. Но и кроме этого мы еще сужаем вот эти наши артерии, Аламедин,
Арча, вот даже эти реки. Оказывается, вот в городе Талас просто взяли нахально, например, есть нормы, там сколько-то метров от центра реки. Ну, нормы нормами, это на правительственном уровне, есть закон, надо посмотреть, девочки, мальчики, вы там где-то копаетесь в этих законах, посмотрите постановление правительства. Но местные власти, есть же главный закон страны, это президент, кабинет министров и так далее, это плевать. Но на местном уровне, значит, моя рука владыка, он берет, издает новый закон, как вот в Таласе, и они сокращают эти зоны в 2 раза, начинают все строить. И вот таких примеров очень много. Вот много. Например, я недавно была в Дород-Кургоне и обратила внимание, мы идем по улице, одна улица сушь, а вторая сторона улицы тонула в грязи. И дети с той стороны школа, они просто через грязные рыки прыгают маленькие, падают и пачкаются, и там просто болото. Я говорю, а что такое? Наклонная местность. И подняли дорогу очень высоко, как-то так, бестолково, просто заасфальтировали. И получилось, что дренаж с одной стороны выходит, с другой стороны сохнет. То есть плевать, проложили, отчитались, деньги освоили, а дальше хоть трава не расти. Вот эти моменты, и водосток не учитывается, это нам нужно с вами, если уже вы хотите какой-то толковый вариант вот от ваших посиделок, встреч, круглых столов и вашей экологической деятельности, надо просто что-то конкретно сделать, одно, как прецедент, потом второе. Вот начать с того, что проанализировать документы вот эти, какие они есть и как на самом деле, какие есть нарушения. Вот целая будет большая полезная работа. Ну вот Батуми снесли кафе, так и что-нибудь еще снесут вдоль рек, надеюсь. Вот я, насколько знаю, что некоторое время назад, достаточно уже большое, мэрия объявляла конкурс между ТОСами, тогда еще ТОСы существовали, на лучший двор, и даже это был не просто конкурс, но это был конкурс проектов, которые финансировались со стороны мэрии. И это был хороший стимул для того, чтобы получить дополнительные средства. Ведь зачастую эти средства собираются с жителей, а тут это возможность привлечь что-то. Да? Собственно, наверное, как идея тоже может быть в контексте того, что Ирина предложила. Ребята, посмотрите. Может быть, мы инициируем, чтобы этот конкурс, я не знаю, если он где-то прошел, то это был как хороший прецедент. Мы сейчас инициируем, повторим эту практику, и потом покажем общественности, привлечем СМИ, там, радио, телевидение, наградим там, каким-то символическими подарками какой-то лучший двор, вывесим табличка. Вот когда в советское время же были таблички «Лучший дом», да, «Лучший двор», и это стимулировало людей. Не всегда люди только за деньгами гонятся, они хотят жить экологически в чистом месте. Давайте мы действительно инициируем, я не против. Кстати, я когда вот тот был конкурс, я потом результатов так и не увидела нигде, как журналист, я думаю, кто же наконец на хорошем счету, а почему-то или мэрия как-то это не подвела итоги, я не знаю, или не афишировала их, но как-то я не нашла ответа. Спасибо, Ирина, большое за ваше мнение и предложение. Мы обязательно примем для обсуждения. Итак, что еще предложено? Туманный туннель. Понравилась идея охлаждения знойными летними днями. Климатически адекватная остановка, я так понимаю, климатически комфортная, да, наверное, с точки зрения климата. Перерабатывать мусор, больше велодорожек, парковок, наверное, налоги на машины увеличить, особенно владельцам старых авто. Да, это меры, которые позволят сократить количество автотранспорта, то есть не привлекать их в город, а наоборот создать такие антиусловия, да, чтобы людей стимулировать отказываться от автомобилей. Да, согласна? Но это больше, конечно, в контексте борьбы со смогом, с грязным воздухом, а мы тут немножко сегодня говорим о климате. Это немножко как бы другие меры, хотя мало машин, комфортнее жизнь, согласна. Облагородить кусочек реки возле моста напротив Азия-Молл, как зона рекреации. Шикарно. Мне кажется... это Анна написала, по-моему, да? Анна... Нет, я скажу почему. Потому что, когда я смотрела... Это просто место мне попалось в глаза, потому что когда я смотрела, как к реке, да, спускаться, сеульский этот опыт, и у меня перед глазами стояло вот это место, да, там, где... Ретро-метро.
Около Да, вот ретро-метро. нет, с той стороны ретро-метро, А. а с этой стороны, вот там, где Азиамол, там всегда вот очень сложно пройти, да, каким-то образом, особенно вот машины понаставили, а ведь раньше там, ну, Ир, может быть, вы скажете подробнее, но Эмиль Джапарович рассказывал, что там вообще была когда-то вот в этом месте, когда мы мимо проезжали, что там была лодочная станция. Вот в том месте, да, и там, собственно, учили плавать на байдарках, что-то такое, да, вот именно вот в том месте. Так и было, правильно, так и Ира, было. расскажите два помню, слова, как это было, потому что вот Ну, я я слышала от сама-то Эмиль Джапарыча. Ну, Эмиль Джапарович был постарше, я все-таки маленькая еще такая была, и не так часто ходила. Но я знаю, что очень многие мои ровесники или люди постарше, они многие научились водному вот эти велосипеды там были. Просто детьми приезжали, велосипеды крутили, семейный отдых. Вот, потом, значит, просто научились грести, были такие, ну как, на веслах, деревянные лодки, ну, те, которые такие, еще моего времени. Вот, потом, значит, на байдарках, на каноэ. Очень, вот сейчас есть же у нас лодочная станция на одном из водохранилищ. Сохранилась на Ларчинских, но там просто только спортсмены тренируются, там уже очень мало как бы места, и вода это на полив уходит, водность снижается, и еще загрязняют из-за этого полигона все время воду. Но тем не менее, другого места для тренировок спортсменов у нас даже нет. А ведь там как раз-таки тоже была база, где могли дети, молодежь прийти, научиться на байдарках и на каноэ плавать. Оттуда и пошли спортсмены. Нынче-то молодых спортсменов нет уже водников, только старые кадры. А вот они уйдут, а молодых нет у нас школы. Только вот на Иссык-Куле парусный спорт еще. И все, а так у нас уже в городах вообще не занимаются. Эмиль Джапарович тогда сетовал и говорил, что это же физическая культура, это же экология, это все в одном. Это чистый воздух, это, ну, это вот, я не знаю, это любовь к другому образу жизни, а не к сидению за интернетом только. И любовь к природе, а из нее рождается желание что-то сделать для города. Ну, это цепочка. Коллеги, как Коллеги, я раз таки вот, хотела... Да, можно я ой, быстро да, скажу, да, прости. сори. Вот, Анна, вы идею как раз написали в Джамборде, и я как раз вспомнила про коллег с пивком, и я как раз тоже написал в чат сразу, что они планируют фестиваль, как раз таки в этом отрезке возле Азия Молл. Наверное, смогут больше рассказать, если у нас нет, если у нас есть время, ну просто сразу вспомнила, что... Да, про время как раз-таки хорошо, что ты уточнила. Наша переводчица уже одна, и ей очень сложно переводить столько времени подряд, поэтому предлагаю, может быть, взять еще несколько минут на то, чтобы дообсуждать практики адаптационные, какие-то идеи, где они могут быть реализованы в Бишкеке. Может быть, потом, если у кого-то есть какой-то один-два вопроса, тоже на них ответить и уже потихоньку завершать, чтобы все выжили по завершении этой встречи. Последнее, что я хотела сказать на сегодня, это все-таки вот, опять же, та же локация Азиамол, только уже напротив, через дорогу, это вот около ретро-метро. По-моему, это единственный, ну, участок, который находится в центре города, и он еще не тронутый. То есть там, видимо, не очень-то ходят люди, он не интересует бизнесменов. И то есть действительно там еще такой очаг естественной природы. Мне кажется, там можно было бы создать подобие пойменного леса, или вот то, что Анна демонстрировала. И, по крайней мере, это будет такой, знаете, островок, оазис дикой природы, и будет, опять же, привлекать внимание, вот, опять же, все то, что мы понимаем, создав в одном месте привлечения людей, дальше пойдет уже такая репликация, да, в других местах. Вот, в принципе, все, что я хотела сказать. А так добавляют ребята, вот я озвучу, ярусность озеленения, шикарно, сад с местными растениями, да, это вот ботанический сад. Надеюсь, у нас тоже станет шикарным когда-либо в ближайшем времени. И набережная озеленить и обустроить Ахумбаева в сторону Вефы. Мария, наверное, Колесникова. Спасибо Да, это большое, мы я тоже об просто, этом Маш, мечтаем. я просто твой комментарий из чата перекинула на Джамборд, чтобы не потерять. И, конечно же, да, у нас жилые массивы, это прям проблема нашего, так скажем, нашего пояса пригородного, да, то, что там абсолютно отсутствует зелень, зоны рекреации, такие социальные зоны. Поэтому все понимаем. У меня все, коллеги. Анна, Амар, Ольга, Дарья. Вам есть что добавить, подвести итоги?
У меня есть один вопрос, можно воспользуюсь правом его задать. Я все думала про эту набережную в Сеуле, и как раз-таки к тому, что вот коллеги пишут про фестиваль, который будет на набережной, и про то, что есть много желаний возродить там природу. Вот, Анна, может быть, вы знаете, как соблюдался какой-то баланс между тем, что есть антропогенная нагрузка, да, на место, которая в этом смысле идет вразрез с природностью, потому что можно создать природу, которая будет обслуживать интересы человека, но это не поможет восстановить экосистему и поддерживать биоразнообразие. Вот, может быть, есть у вас какие-то тоже на этот счет свои мнения, как находить этот баланс, потому что там, например, в Амстердаме есть в парках отделенные от людей места, куда вообще человеку нельзя заходить, для того, чтобы как раз-таки там птицы гнездились, соловьи соловьились и так далее. Вот что-то такое. Да, но мне кажется, что такой баланс можно достичь за счет использования именно местных видов. И если мы говорим про набережную, то это восстановление поймы. Да, пойма – это, вот опять же, я видела замечательный пример, как это в Аше, да, то есть вдоль реки Акбура, да, то есть там они смогли сохранить, восстановить пойму в центре города, да, и так далее. Я понимаю, что да, где-то в городах есть места, где вот только-только, да, для живой природы, но я думаю, что сейчас нам нужно, наверное, ориентироваться на то, чтобы людям было более комфортно в контексте изменения климата, потому что у нас город что там для птиц, да, он и не для людей. Ну, во многих местах, да, я не говорю во всех. И он не такой огромный, и птицы достаточно просто, ну, я не знаю, перелететь там. Опять же, какие птицы есть синантропные, да, те, которые давным-давно живут с человеком, и они, ну, прекрасно себя чувствуют в любых местах. А есть птицы дикие, но это целый мир, да, то есть птицы целый мир. Поэтому на самом деле я так думаю, что нам нужно сейчас ориентироваться на то, чтобы, используя местные виды, подражая природе, но создавать участки, в которых люди будут чувствовать себя более комфортно. Да? А дальше, когда эти участки будут превращаться в некий каркас, и ну, как бы я думаю, что мы там найдем места соприкосновения и с вот этими вот ну, как другими видами птиц, насекомыми и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что фокусироваться на этом надо. То есть не надо пытаться создать исключительно естественную экосистему в центре города. Ну, это не совсем то, к чему мы сейчас стремимся, да, но надо использовать те подходы, да, которые мы говорим, разгерметизация, натурализация, да, и вот это, да, то есть подражать природе, но создавать условия максимально благоприятные для человека. Ну, это мое представление. Ну, вот когда город Фрунзе закладывался, это же все было же учтено. Вот, и пока остались еще эти места не застроены, их надо спасти и восстановить. Вот, и, по крайней мере, с минимумом как бы затрат, но с максимумом пользы для людей. Я считаю, это очень правильное ваше тоже решение. Спасибо, коллеги. Есть ли у кого-то, может быть, еще последний комментарий, прежде чем мы будем завершать встречу? Или какая-то идея, ее все еще можно написать на Джемборде? Спасибо. Если нет больше комментариев, все уже высказались. Мне кажется, была очень активная переписка в чате, и вот Анна тоже просила сохранить чат, поэтому я его сохраняю, и в том виде, в котором есть, добавлю в наш чат в Телеграме. На чат в Телеграме уже дважды тоже прислали ссылку здесь. Если вы потерялись, то напишите, пожалуйста, мы вас добавим. И хотела еще раз поблагодарить коллег. Это было просто чудесно, волшебно, замечательно, невероятно познавательно, емко. Все вместе. В общем, вы супер большие молодцы, что подготовили такую потрясающую презентацию. И надеюсь, вот, что скоро вы можете ее видеть на YouTube-канале фонда Фридриха Эберта, и тоже ее еще отдельно запостим, где будет возможно. Спасибо вам, спасибо Дарья, Амар, Зоя, Анна, это было суперски. И до встречи на следующей неделе. Спасибо, до свидания, коллеги. Да, До спасибо свидания. огромное фонду Эберта, тоже Мария Мугрин, да, то есть вот коллеги, кто вообще создает такие замечательные площадки в виде городской лаборатории, потому что действительно нам, горожанам, ну вот важно, да, разговаривать.
Спасибо, до свидания. Да, спасибо большое Спасибо, всем. до свидания. Всего доброго. Участникам огромное спасибо тоже, что присоединились. Спасибо. Спасибо. что- Было очень интересно.